знаю, кто виноват в смерти ваших близких, которые умерли от коронавируса и пневмонии. По всем виноват руководитель Бауыржан Исхак. Почему я так утверждаю? Потому что вот у меня сейчас на руках бумаги столь важной организации, которым мы доверили своих близких, поместив в больнице, в надежде, что он поможет вылечиться от коронавируса. Но не тут-то было. Господин Исхак не о нас с вами думал. Он думал о своем кармане. Почему я так утверждаю? Смотрите. Сейчас я вам просто чисто приведу один момент из его деятельности. Просто я вам приведу договор на поставку ИВЛ аппаратов от 30 марта 2020 года. Так, что самое интересное, эти оборудования из аппаратов ИВЛ поставщик должен был привезти не с Китая, не с Германии, не с Турции, с Америки, представляете? С Америки. Он с ним подписывает договор. К сожалению, тут сумма не написана, но я сделала запрос, я думаю, я получу. И представляете, проходит март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, да? До сих пор эти аппараты мы не получили. То есть областное управление здравоохранения, в том числе больницы, которые в данное время нуждаются в этих оборудованиях, они так и не получили. Вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств. Дальше. В связи с чем просим вас продлить сроки поставки товаров по договору до 25 сентября 2020 года. С своей стороны приложим все усилия для того, чтобы доставить с США эти оборудования. Ёлки-палки. А что, кроме США, эти аппараты нигде закупить, да? И лоббируете интересы каких-то непонятных, неизвестных фирм? Получается, из-за вашей вины господин Исхак аппаратов ИВЛ до сих пор не дошли до больницы Алматинской области. Вы представляете, это сколько жизней можно было спасти, если бы, хотя бы не в марте, ладно. Помните, когда в июле я, только за июнь я похоронила 211 человек, которые заболели пневмонией и коронавирусом. Вы представляете, это наши близкие родственники, елки-палки. Если бы ты, Исхак, да, вовремя заставил бы этих фирмачей привезти эти ИВЛы, вот этих 200 человек можно было бы спасти. Ты знаешь, тебе не стыдно, да, быть, как носить это звание врача, да? Мне за тебя стыдно. Ты не должен был вообще идти работать главным врачом Илийского района. Вообще ты должен был как застрелиться. Вот правильно было бы. Жалко, ты не офицер. И самое страшное, таких паразитов у нас в стране очень много. Поэтому, Алексей Цой, Багдад, я надеюсь, что до вас дойдет крик обычной женщины, которая вот этими руками хоронила этих людей. Жалко, я сейчас не могу Исхака оскорбить, потому что если я сейчас оскорблю, да, опять-таки, он подаст на меня в суд, и он будет прав. Но он должен уйти вообще с здравоохранения навсегда. У меня все, друзья. До свидания.